Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, чего он от вас хочет. Вот все его желания в отношении вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его. Назовите по имени. Задайте ему свой вопрос. Так и спросите, что ты хочешь от меня? Каковы твои желания, ожидания и хотелки в мою сторону? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой тут мужчина. Знаете, как держите меня семеро, либо эту губозакаточную машинку принесите, пожалуйста. Прям, да, какой важный. Так, мои хорошие, ну давайте начнем с мужчины, с его личности. Здесь мне показывают мужчину, который от жизни многого хочет. Но почему-то у него практически ничего не получается. Либо мало что получается, либо какие-то мелочи только лишь получаются. Запросы мирового масштаба, а результативность там, ну, такая, знаете, с гулькин нос. Кот наплакал, еще говорят про такое. Он много о себе говорит. Причем он много себе чего приписывает, того, что отродясь никогда не было или в принципе невозможно. Любит похвастаться, любит быть в центре внимания, любит сам про себя вот такие информационные волны пускать. Ну типа говорите обо мне, я вип-персона, пусть все про меня знают. Вот, в отношении вас. Ну вы знаете, в отношении вас он как-то пытается самоутвердиться. Вот, я так понимаю, что окружение его так слабо воспринимает, а вы вроде как его женщина, вы вроде как, по идее, должны быть в него влюблены, значит, вы материал, с которым он может работать. Чего он хочет от вас? Прежде всего, он хочет покорности. Чтобы вы были покорная, послушная, на все согласная, никогда не противоречащая. И вот такая, знаете, себя не пожалею, тебе отдам. Ну, как-то так идет. Хочется, чтобы вы принадлежали ему целиком и полностью. То есть и душой, и телом, как говорится, да? Чтобы себя сами потеряли и ему отдали, получается, да? Чтобы он был вашим вот хозяином и господином, любовником и мужем, другом, братом, не знаю, отцом, да? Чтобы он прям в себе заключал все то, что, ну, вот важно, то, что вы любите. Хочется, чтобы вы, опять же, принадлежали ему и только ему, чтобы вы забыли о своей семье, о своих друзьях, своих, не знаю, там, родичах, да? Чтобы там стерлась у вас память в ноль, и чтобы кроме него вы ни о ком и не знали, и не думали, и не помнили, и не вспоминали. Вот, моя и только моя. И еще ему очень хочется, чтобы вы, ну, не знаю, как бы насколько это правда, но ему кажется, что вы его обманываете, что вы ему чего-то там не договариваете, либо говорите совсем не то, что водите за нос. Вот ему хочется, чтобы этого не было, чтобы вы были абсолютно честные и прозрачные перед ним. И еще ему очень хочется, чтобы вы, не знаю, как это сказать, чтобы вы не замечали его осечек, чтобы вы не замечали его глупости, чтобы вы не замечали его ошибок.
чтобы вы не были такой умной, да, проницательной и знающей. Вот. Ну, наверное, хочет, чтобы вы так как мозга лишились, наверное, да. А то вы какая-то слишком уж умная, слишком все видите, знаете, подмечаете и ему об этом говорите. А он это не любит. Нет. Нет, у вас должно быть другое отношение. Вы не должны видеть его ошибок. Вы должны видеть только лишь его победы. И даже там, где их нет, все равно вы должны видеть победы. Вы должны верить в своего мужчину, вы должны ему доверять. И никогда, ни при каких обстоятельствах в нем не сомневаться. Я же говорю, губозакаточную машинку нужно ему. Так, еще. Вот такое требование, даже не знаю, как его озвучить. Ох. Ему хочется, чтобы вы были более раскрепощенной, более активной и деятельной именно в интимной жизни. Перестали стесняться, дали волю чувствам, позволили ему показать вам небо в алмазах. И еще ему хочется, чтобы вы им восхищались, вот именно в интимном плане, чтобы вы там его нахваливали, чтобы вы говорили: Боже, да лучше тебя во всем мире нет, да я тут чуть не описалась, да у меня тут такое, у меня тут всякое, вот все, как бы ходить не могу, да, вот после тебя ходить не могу. Просто ноги не носят, да? Не могу. Ты такой мощный, ты такой прям самец, альфа-самец. И вот все, я самая счастливая женщина в мире. Вот этого ему хочется. Ну, я не знаю, тут, наверное, без комментариев. Вы уж там сами себе решите. Но мне почему-то кажется, что он далеко не альфа-самец. И себе он очень сильно льстит. Да, вот нацеплял себе эти регалии. На самом деле, ну, такое. А видите, как вас, да, шпыняет, что вы там типа закрепощенная, что вы неактивная, стеснительная. На самом деле, я думаю, все тут далеко наоборот. Вот как-то так происходит. Так, еще. Ему хочется, он прям настаивает на том, чтобы вы... Аж язык не поворачивается. Чтобы вы забыли о существовании своей мамы и его маму приняли как святость, да, вот святая женщина, хвала и почет, вера и любовь, да, чтобы вы маме его в рот заглядывали. Ну вот как-то так, сама говорю, прям ужас в глазах у меня стоит. Это что-то за гранью. Это даже хуже, чем вот этот интим. Я так понимаю, что у вас напряженка с его мамой, либо я не знаю, как это говорить. Вот честно, вы меня простите. Здесь, правда, мужчина, про такие говорят, зажрался, да? Тебе такая женщина досталась, умница, красавица, а ты еще что-то от нее хочешь. Боже, был бы рад тому, что есть. Молился бы на эту женщину, а ты еще такие условия выставляешь. Ему хочется, чтобы мама жила либо с вами, либо вы с ней. Вот как-то так. Вот. Да, простите, но вот он это показал. Ну и вы маме там, не знаю, руки целовали, да, и попу тоже. Вот, и слушались ее во всем. Вот этого хочется. Прям очень хочется. Но я так понимаю, этого никогда не будет. Ну, нет, если бы его мама была приличным, хорошим человеком, да, конечно, вы бы уважительно относились, и никаких бы проблем не было. Но если она лезет, если она пытается разрушить ваши отношения, там, во всем оправдывает своего сыночка, вам все время говорит: ну ты плохая, то, конечно, вы этого терпеть не будете. Ну, и я думаю, что жить на одной территории, может быть, вы даже и жили на одной территории, но я думаю, это прям совсем перебор. Так, еще ему очень хочется, чтобы вы, я не знаю, как это передать, типа завязать вам глаза, наверное. У них отыграется, чтобы вы завязанными глазами не видели, я не знаю, там, магазинов, модных журналов,
то есть деньги не просили, да, либо они говорили о том, что вам нужны новые вещи. А у других отыграется, чтобы вы не видели других людей, на других не равнялись. Ну, типа, вот он, я твой, и довольствуйся тем, что имеешь. Типа, я самый лучший, я тебе сказал, верь мне на слово. Но вы же видите, как живут другие люди. Скорее всего, вы говорите о знакомых, о парах, семейных парах своих знакомых. И говорите, что вот люди там взяли ипотеку, приобрели жилье, съездили там на отдых, машинку прикупили. Ну, о таких бытейских, житейских вещах ему говорите и ставите в пример другие семейные пары, например. Да, ему бы хотелось, чтобы вы прям не видели, либо делали вид, что вы не видите и не знаете. Ну, и опять же, да, вот затраты на ваш гардероб, на ваши, как говорится, хотелки, на ваш лук, да, чтобы вы прям вообще забыли о том, что существуют косметологи, салоны красоты, магазинчики, там, вещи, косметика, чтобы вы вообще прям не видели, не знали, забыли и никогда ему об этом не говорили. И денег уж тем более тоже не просили. Так, еще. А вот тут хорошее желание, тут хорошая хотелка. Вот как ни странно, да? Как говорят, даже в мусоре можно найти что-то хорошее. Мужчине хочется прожить с вами всю жизнь. Вернее, ему хочется, чтобы вы с ним прожили всю жизнь. Ну, либо вы вдвоем прожили всю жизнь. Вот. Знаете, каким бы он ни был, он все равно видит, что вы прекрасная женщина. Он понимает, что ему крупно повезло. Он понимает, что именно с вами он выиграл, да, вот в лотерею жизни он выиграл. Не просто выиграл, он сорвал джекпот. И вот он с вами всю жизнь хочет прожить. И так, чтобы без ссор, без скандалов, чтобы не расставались, чтобы друг другу действительно верили, доверяли. И вот жили, как говорится, душа в душу. Вот этого очень хочет. И очень сильно на это надеется. Вот он здесь показывает, что он главный, он все решает. А на самом-то деле я вижу, что это вы главное, и что именно вы все решаете. Что все эти отношения ваши держатся именно на ваших хрупких плечах. И пока вы ему позволяете вот так вот безобразничать, да, так себя вести, пока он и вот, пожалуйста, герой. Как только вы ему там краник прикрутите, да, гаечку завернете, вот сразу у него и жизнь поменяется. И станет он послушным зайчиком. У своей хозяйки будет он вас слушать и делать именно так, как вы хотите, а не так, как он хочет, как он желает. Какой-то, знаете, как мальчишка. Может быть, он и взрослый дядя, но в душе он до сих пор мальчишка в период пубертата. Вот этот подростковый возраст, да, 14-16 лет, вот как не повзрослел. Сколько бы ему лет не было, все равно как ребенок, да? Как там маленькая собачка до старости щенок. Ну вот в каком-то таком ключе идет информация. Да, это его мечты, да, это его хотелки. Но это не значит, что он будет этого требовать, либо он будет на этом настаивать. Это, знаете, вот мы ворвались в его иллюзии и случайно их увидели. Думаю, что в жизни он совершенно другой. Ну, идет, по крайней мере, совершенно по-другому. Ну, либо заявляет о себе совершенно по-другому. Девчонки, как бы там ни было, он очень счастлив, что вы есть в его жизни. Еще раз повторюсь, вы для него — это как джекпот в лотерее жизни. То есть он это прекрасно понимает, он отдает себе отчет. Характер противный, но любит вас, любит очень сильно. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.